В эфире новости. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Огнеборцам удалось переломить ситуацию с лесными пожарами. За сутки потушили 70 крупных возгораний. Российской вакциной заинтересовались во Всемирной организации здравоохранения. За рубежом надеются на сотрудничество со стороны наших ученых. Владельцы дачных участков в Мирном, Якутии, страдают от некачественного водоснабжения. Платежи подняли вдвое, а трубы, которым уже полвека, постоянно дают течь. Минувшие сутки в Якутии прошли без новых природных пожаров. Между тем удалось ликвидировать 70 очагов. Таким образом, на сегодня продолжает действовать 113 природных пожаров. С начала же сезона зарегистрировано 622 возгорания. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Тампонского и Ивено-Бытантайского районов. Основные усилия Главного пожарного управления направлены на защиту населенных пунктов. Все превентивные мероприятия выполнены. С огнем борются почти 900 человек и 86 единиц техники. Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. По словам представителя ВОЗ, сейчас проводятся испытания авифавира. И они ждут результатов, но кроме этого заинтересованы в российской вакцине и выразили надежду, что наши ученые согласятся на сотрудничество. Ранее гендиректор Центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 3 прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в Центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцины, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. Медикам Якутии, заразившимся COVID-19 на рабочем месте, предусмотрены страховые выплаты. По словам главы регионального Минздрава Елены Борисовой, выплаты положены врачебному персоналу, среднему и младшему персоналу, а также водителям скорой помощи. В Якутии по результатам оконченного больничного листа один медик уже получил выплаты по временной нетрудоспособности. Их производит Фонд социального страхования после получения результатов расследования страхового случая. Выплата медработнику составит почти 69 тысяч рублей. В случае смерти медработника от коронавируса претендовать на выплату смогут члены семьи погибшего и получат по 2 миллиона 700 тысяч рублей. Почти 1500 многоквартирных жилых домов дезинфицировали в Якутске. Это 60% от плана. Всего же необходимо дезинфицировать порядка 2500. Отмечается, что полностью план по профилактическим мероприятиям выполнен в микрорайоне Марха, Пригородный и Хатасы. Влажная уборка проведена в 99% домов. Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы за 2019 год. Наша страна вновь оказалась на 9-й строчке. Больше всего в Россию инвестировала Германия. Немецкие инвесторы поддержали 191 проект. В отчете сказано, что по сравнению с 2018 годом количество прямых инвестиций сократилось на 9% в связи с высокой активностью предыдущих лет на фоне общего в мире замедления экономического роста, а также из-за продолжающихся санкций со стороны ЕС и США. Отрицательная динамика при этом наблюдается у 55% стран Европы, которые принимали участие в исследовании. Вторая и заключительная в этом году партия газовой трубы пришла в Ленск. Ее везут для прокладки газопровода в Удачный. Для автомобилистов, например, такой груз оказался не совсем обычным. Им даже пришлось немного модернизировать автомобили. Роман Токмаков продолжит тему. К этому событию перевозчики готовились основательно. Алмаздортранс даже специально переделывал автомобили для бережной перевозки габаритного груза. Не каждую навигацию работники сталкиваются с таким объемом. У логистов «Алроса» фаза приемки очередной партии в самом разгаре. Груз стратегически важен не только для газовиков компании, но и для самого управления материально-технического снабжения. Первая партия поступила еще 18 июня. На составе пришло 850 труб, и каждая должна быть доставлена в сохранности. На всех уровнях отслеживается, то есть как и в Иркутском отделении, принимали эту трубу сервера, обеспечивали, то есть ее сохранность, целостность и правильность изготовления. Ну и также и здесь мы делали визуальный осмотр данных труб, значит, фиксировали, скажем так, что все происходит в стандартном режиме. Груз достаточно объемный, но легкий. Трудностей в перевозке не возникает. Каждое звено в цепочке перевозчиков понимает, как работать с таким видом товарно-материальных ценностей. Процесс идет слаженно.
Особенностей никаких нет в этом. Это обычный груз. Единственное, что по характеристикам данных труб были разработаны технологические карты погрузки с использованием проекта. Поэтому судно пришло с загрузкой всего 350 тонн, так как это груз места занимает много. 2 июля в Ленском речном порту ожидают заключительную в этом году партию труб. В следующую навигацию перевозка металлических конструкций для предприятия «Алросагаз» продолжится. В Айхале уже вовсю идет подготовка к приему. На данном участке будет складироваться 30 километров трубы для последующего прокладки этой трубы для газифицирования города Удачный, что будет произведено в январе-феврале 2021 года. Оперативность и столь бережное отношение к стратегически важному грузу в очередной раз доказывает то, что на предприятиях «Алроса» работают профессионалы. Роман Токмаков, Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Владельцы дачных участков в Мирном страдают от некачественного водоснабжения. Платежи подняли вдвое, а трубы, которым уже полвека, регулярно дают течь. Анна Винокурова разбиралась в проблеме. Напиши заявление официально. Ругань, крики, разборки на второй линии дачных участков – дело уже привычное. Из года в год у дачников одна и та же проблема. У одних воды нет совсем, у других ее в избытке. Их территорию топит. Я 8 лет у меня в этой даче, у меня 8 лет это проблема. Я лично устала. Помимо проблем с водопроводом, у дачников в этом году прибавилась еще одна. Если раньше за сотку земли платили 750 рублей за сезон, то сейчас почти в 2 раза больше. Сумма увеличилась до 1200 рублей. Я спрашиваю, за что такие резкие такие повышения? За помойку. Где у нас помойка? Сказали, 10-я линия. Ладно, мы на машине сами вывозим, по пути Андреевский я туда вываливаю. А другая бабушка, дедушка куда понесет 10-я линия? Водопровод на второй линии дачных участков проложили еще в 70-х. По словам председателя товарищества дачников, 98% труб износились. Чтобы их поменять, нужны деньги. Но, как оказалось, платят за участки не все собственники. Надо менять полностью трубопровод, но у нас многие не платят. 50% если платят, то это хорошо. Проблема не только в том, что водопровод неисправен. Осенью некоторые дачники не сливают воду. Зимой жидкость замерзает в трубах, от чего последние лопаются. А еще нерадивые владельцы участков и вовсе умудряются строить на водопроводе теплицы и дровники. И пока абсолютно все не начнут платить за свои участки, сливать воду по осени и не строить объекты на трубах, ничего здесь не наладится. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». И без того волнительный день проходит в условиях противодействия коронавирусу. Российские школьники сдают самый массовый экзамен – русский язык. По традиции дальневосточники начали первыми. Участникам измеряют температуру перед входом в пункт проведения экзамена, а также для соблюдения социальной дистанции рассаживают в шахматном порядке. В республиканском лицее-интернате сдающих 91 человек. Все они планируют поступать в высшее учебное заведение. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена. Сегодня детей с температурой нету. Пункт соответствует всем требованиям. Разметка, рециркулятора, антисептики, организаторы снабжены масками, перчатками. Все в соответствии с требованиями. Камеры с онлайн-видеонаблюдения имеется. Экзамен начался. Все распечатано. Распечатывается в аудитории. Комплекты, то есть диски поступают в аудиторию в запечатанном виде, на камеру скрывают и производят распечатку в аудиториях и раздают детям. Имена лучших юных чтецов назвали в Айхале. Поселки подвели итоги онлайн-конкурса «Россия начинается с тебя». В этом году формат конкурса изменили. 24 участника прислали организаторам свои видеовыступления, и жюри оценивали их дистанционно. Кто взял главный приз, узнаем у Оксаны Мезенцевой. Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, 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 что может быть сердцу милей?
В голосе трепет, в руках один из символов Родины – ромашки. Юная Валерия Колодежная рассказывает стихотворение о своей стране. Пока главный член жюри – это бабушка. Она и снимает видео для конкурса. В этом году юных чтецов не собирали вместе. Из-за пандемии формат конкурса изменили. 24 участника прислали организаторам свои видеовыступления. Жюри оценивали чтецов дистанционно. Локации для съемок конкурсанты выбирали сами. Кто-то читал произведения на лугу, на скалах, у реки или дома. Но только здесь я обрел свое счастье. Слово играет и стал моей судьбой. Увидеть конкурсантов воочию жюри конкурса смогли лишь на церемонии награждения. 1 июля, в единый день голосования, чтецов пригласили в одну из школ поселка, где работали избирательные участки. Юные айхальцы самых разных возрастов пришли получить награды вместе с родителями. Бабушка помогала учить стих, придумывала, как красиво рассказывать, с выражением. Мое стихотворение о Новороссийске. Этот город, он мне запомнился своей историей. Я его выбрал, этот стих, потому что я год назад был в Новороссийске, и меня затронула история одного корабля. В этом году призовых мест решили не делать. Организаторы отметили всех участников. Юные чтецы получили дипломы и наборы для творчества. На память в семейном архиве останутся и фотографии. Специально подготовленная фотозона в патриотическом стиле придала особый колорит церемонии награждения. С разными хэштегами семейные фотоснимки быстро разошлись по соцсетям. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». И на этом пока все. До встречи в следующем часе.